Итак, друзья, пришло время нашей любимой рубрики «Планета Мам». С нами Светлана из Лос-Анджелеса. Здравствуйте, Светлана. Добрый день. Рады вас видеть. У вас двое деток, насколько я понял, да? У меня двое деток. Лев, которому больше 2 лет, и Орест, который вот недавно родился. Скажите мне, у вас детский врач или это семейный врач? С кем вы общаетесь? Это семейный врач, он смотрит и меня, и мужа. Угу. Была ли ситуация, когда кто-то из детей там серьезно заболел, ну там высокая температура? Как вам удается встретиться со своим врачом? Сколько на это надо времени? Кому звонить? Куда бежать? Поднимается высокая температура, к примеру. Звонишь своему лечащему врачу. Он говорит, ну следите, если 3 дня не будет опускаться температура, то придете к нам в офис. А пока, если будет больше 40, то давайте ибупрофен, снимайте температуру. И больше ничего не давайте, следите за ребенком. Через 3 дня, если не проходит температура, приходишь в офис, и уже врач смотрит на ребенка и что-то назначает. У нас то же самое было, когда мы были в Украине, и в первый же день пришел врач, который при обыкновенной простуде назначил очень много всяких лекарств, что меня очень поразило, потому что тут ничего не назначают, кроме жароснижающего. Вот к кому вы звоните, когда плохо? Вот температура. С кем вы разговариваете? С вашим доктором или с сотрудниками офиса, с медсестрой? Это медсестра, которая потом передает мое сообщение доктору. После этого доктор перезванивает мне, если в этом есть потребность. Какие рекомендации еще дает медсестра, когда речь идет о лечении? Ну вот у ребенка температура, да? Много пить. Если не хочет пить, то тут есть специальные такие палочки с жидкостью сладкой, которую ты замораживаешь. И потом, как мороженое, даешь ребенку, и думают, что если ребенок не пьет обыкновенную воду, то, может, мороженое хотя бы съест. Говорят, не укутывать, чтобы не поднималась еще больше температура. Ну и следить за ребенком. И давать много спать, чтобы он отдыхал. Понятно. Скажите еще, Свет, меня интересует тема зубов. Да. Не могли бы вы рассказать в подробностях, вот все-таки старший у вас уже достаточно зубастый, да. Когда рекомендуют ходить к стоматологам? Как вообще это все происходит? У нас просто теоретически говорят, вот как только появился первый зуб, неплохо бы пообщаться со специалистом. Но у нас это теоретически. А как там? Да, то те же рекомендации, когда появляется первый зуб, нужно идти к стоматологу. Но мы пришли к стоматологу впервые в 2 года, и они сказали, что в принципе хорошо, не нужно было раньше приходить. Просто посмотрели зубы, и тут, если родители не против, делают 2 раза в год лечение фтором. Зубы покрывают специальной маской с большим количеством фтора 2 раза в год, чтобы они были более защищены. Плюс дают рекомендации, чтобы ребенок пил воду из-под крана, потому что там есть фтор, и чистить зубы пастой с фтором 2 раза в день. Как только появляется первый зуб, нужно начинать приучать чистить. Есть пасты без фтора, то есть до 2 лет, пока ребенок не умеет выплевывать, нужно чистить зубы все равно, но просто пастой без фтора. Светлана, а вот эта вот штука, которой наносят на зубы 2 раза в год, а ее нет риска проглотить? Она наносится прямо на зуб и сразу впитывается. Ага. Понятно. Добрый день. Это платная услуга, потому что у нас вторирование бесплатной клиники невозможно практически. Это покрывает страховая. Ты платишь в год определенную сумму, и потом некоторые профилактические, особенно процедуры, у тебя покрываются на 100%. Вот это одна из процедур, которая покрывается на 100%. Скажите, а какие-то там вот есть курсы, школы, учат детей, как чистить зубы, или учат родителей? Вообще, как к этому относятся? Я же понимаю так, что лечение зубов – это совершенно отдельный пункт вообще медицины, бизнеса. Это огромные деньги, да. И люди, прекрасно понимая, сколько стоит вылечить в Америке зуб, они думают о своих зубах с рождения ребенка, да. Кто их как бы направляет в нужную сторону? Насколько стоматология профилактическая? Первый приход к стоматологу ребенка учат, как правильно чистить зубы, а главное, учат, как правильно пользоваться нитью зубной. Когда я была ребенком, мне никто не говорил про зубную нить, наши стоматологи об этом молчали.
И это все в игровой форме, и все зубные щетки, нити, они так там с всякими фонариками, разноцветные, детям все очень нравится, и дети начинают с 2 лет любить чистить зубы и знают, что это необходимо. Спасибо вам большое, было очень интересно. Удачи вам, Мне тоже, не болейте. да, До вам свидания. Спасибо, до свидания.